Урожайный год в Осетии и о чемпионате рабочих профессий расскажем. Здравствуйте, вы смотрите новости Осетии. В студии Лиз Хабалова и коротко о главном к этому часу. Работников лесной отрасли сегодня поздравили во Владикавказе. Сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии поприветствовал глава республики Вячеслав Битаров. Подробности в выпуске. Будущие профессионалы. Во Владикавказе состоялся конкурс рабочих профессий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. О номинациях и победителях расскажем. На факультете журналистики СОГУ после длительного перерыва вновь готовят специалистов, которые будут на осетинском языке. О плюсах такого обучения узнаете через минуту. На должность начальника управления Министерства юстиции России по Северной Осетии назначен Владимир Бугулов. Нового руководителя управления представили глава республики Вячеслав Битаров и начальник государственного управления Министерства юстиции по Ставропольскому краю Галина Морозова. Она выразила уверенность в том, что под руководством Владимира Бугулова работа по защите закона и граждан будет успешно продолжена. Отметим, что большая часть трудовой биографии Владимира Бугулова связана со службой в Центральном аппарате Министерства внутренних дел России. До этого он занимал должность советника главы республики. Поздравил нового управленца и Вячеслав Битаров. Ко всему прочему, он отметил, что этому назначению предшествовала большая работа Министерства юстиции по отбору кандидатуры. Сам работал 2 года с Владимиром Александровичем и знаю, что человек работоспособный. Все деловые качества вы уже сказали о них, поэтому со своей стороны подтверждаю их и надеюсь, что мы совместно выстроим работу руководства республики, органы исполнительной власти республики и управления юстиции республики. Совместную работу выстроим и будем работать во благо республики, во благо страны. И со своей стороны хотел бы также поздравить Владимира Александровича с назначением. Работников лесной отрасли сегодня поздравили во Владикавказе. Мероприятие приурочили к их профессиональному празднику. Сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии поприветствовал глава республики Вячеслав Битаров. Он отметил, что появление в Северной Осетии лесного питомника позволит своим посадочным материалам восполнять леса не только республики, но и других регионов. Вячеслав Битаров вручил государственные награды. Почетное звание заслуженного работника охраны природы присвоили начальнику отдела Кировского лесничества Магомеду Омарову. Еще 10 человек получили благодарственные письма правительства республики и федеральные награды. Специально к праздничному дню территориальным структурным подразделениям подарили автомобили, которые помогут оперативно и эффективно решать многие рабочие вопросы. Это удалось сделать за счет средств республиканского бюджета. Нам необходимо с точки зрения экологии сохранять леса и развивать их дальше, восполнять. И, конечно, с экономической точки зрения тоже мы хотим, чтобы от леса бюджет республики также пополнялся. Работу такую, благодаря министру природных ресурсов Чермию Михайловичу Мамиеву, работа ведется уже 2-й год, и бюджет республики это почувствовал. Пока это, конечно, небольшие суммы, но поступление уже идет, динамика положительная, это уже хорошо. На данный момент уже у нас более 20 единиц нового транспорта, так что все пока идет за республиканский бюджет, и мы благодарны руководству, правительству республики, что на сегодняшний день министерство имеет возможность выполнять свои функции в своем полном объеме. В Северной Осетии сформировали управленческий кадровый резерв главы правительства республики. Главная цель – совершенствование государственной кадровой политики. Первую встречу с 20-кой будущих управленцев, прошедших конкурсный отбор, провели председатель правительства республики Таймураз Тускаев и первый заместитель министра экономического развития Алета Цориева. Свои кандидатуры для включения в управленческий кадровый резерв подали около 200 человек. Но по итогам 3 этапов конкурсного отбора определили 20 наиболее перспективных молодых лидеров. На встрече обсудили требования к презентации
презентациям проектов. Сами же проекты необходимо будет представить до конца года, чтобы наиболее успешные из них были включены в федеральные целевые программы. Кроме того, каждый из участников управленческого кадрового резерва будет прикреплен к определенному заместителю председателя правительства или руководителю профильного министерства в зависимости от тематики проекта. Кроме того, молодые люди смогут присутствовать на заседаниях правительства, различных совещаниях, чтобы более детально разбираться в интересующих вопросах. Достаточно сложно выявить. Министр по вопросам национальных отношений Северной Осетии Аслан Цуцев сегодня встретился с молодежью республики. В разговоре приняли участие представители молодежного парламента, молодежной гвардии, регионального отделения Московского Кавказского клуба и другие активисты. Говорили о напряженной политической ситуации в регионе. По словам министра, сейчас в социальных сетях распространяется много провокационных публикаций. Аслан Цуцев призвал молодежь не реагировать на подобные сообщения, которые зачастую приводят к разногласию среди народов. Также министр подчеркнул, что подобные действия наказуемы. По данным МВД, только за прошлый год количество таких нарушителей составило более 50 человек. 26 из них осуждены. Более того, по горячим следам были выявлены авторы публикаций, призывающих выйти на митинги по вопросу пригородного района. Как заявил Цуцев, с этими людьми были проведены профилактические беседы. Министр подробно остановился на теме стратегии социально-экономического развития республики. По его мнению, тема агломерации с соседними территориями не до конца понята и раздута провокаторами. Тем более, что сам проект стратегии еще будет дорабатываться. В общем-то, хотелось бы поговорить, так сказать, о текущей сегодняшней общественно-политической обстановке в республике. Мне кажется, что социальные сети наши и электронные СМИ иногда такую дурную службу служат, и мне представляется правильным прокомментировать происходящие некоторые события и, может быть, дать такие, более квалифицированные, может быть, ответы на вопросы, касающиеся границы между Республикой Северная Осетия Алания и Республикой Ингушетия, вопросы, касающиеся пригородного района, объяснить молодежи, как на самом деле в правовом поле эти вопросы решаются. Напомним, ранее Вячеслав Битаров обратил внимание представителей силовых структур на то, что в регионе участились провокации, связанные с разжиганием межнациональной и межконфессиональной разни. Глава республики подчеркнул, что нельзя допустить ухудшения межнациональных отношений. Работа должна вестись в плановом порядке, а все провокаторы должны выявляться и наказываться по всей строгости закона, отметил Вячеслав Битаров. Он призвал активы действующих общественно-политических объединений, региональных отделений, политических партий, руководителей трудовых коллективов проводить необходимую разъяснительную работу и не допускать провокаций. Правоохранительным органам поручено усилить меры по поддержанию правопорядка и пресечению противозаконной агитационной деятельности. В Дегорском районе приступили к уборке урожая. Аграриям даже с погодой повезло. Дополнительный плюс – новая сельхозтехника. В этом году урожай удался на славу. Жители не могут нарадоваться. Дело за малым – собрать его без потерь. С тонкостями этого непростого процесса знакомилась моя коллега Карина Гигалаева. Соя, картофель, кукуруза. В Дегорском районе обилию урожая в этом году можно позавидовать. Но особо аграриев радует то, что собирать его начали на полмесяца раньше. Говорят, погода не подвела. Никаких природных катаклизмов. Обошлось без града и засухи. Напротив, все как по расписанию. И дождь, и солнце. Засеяли 15 тысяч гектаров. Всего посеяно в нашем районе немногим более 14 тысяч гектаров кукурузы, немногим более 200 гектаров было сои у нас, 46 гектаров было овощей и 185 гектаров картофеля. Картофель мы уже наполовину убрали, соя у нас убрана, урожай мы получили неплохой, где-то 2,5 тонны с гектара у нас получилась соя. И вот большие надежды мы возлагаем на урожай кукурузы. Последний раз таким обилием урожая здесь могли похвастаться лет 10 назад.
В этом году в Дегорском районе урожай начали собирать не только раньше, но и быстрее. Только за последнюю неделю комбайны убрали больше 400 гектар. Процесс помог ускорить вот такой современный трактор. Всего их на поле 2. Благодаря ширине колес земля не утрамбовывается, что, конечно же, удобно и выгодно. Теперь пахать землю будет легче, говорят рабочие. Но это не единственное преимущество. Раньше на поле заезжал КАМАЗ. Комбайн останавливал работу и выгружал продукт в кузов. С трактором же его выгружают на ходу. Таким образом, работа идет в режиме нон-стоп. Рабочих рук задействовано больше. У нас даже в этом году на 3 единицы техники больше вызвали, позвали на поле, что помогли нам. Рабочие единицы, но техники у нас где-то задействовано около 15 единиц техники. Работу в Дегорском районе планируют завершить до октября, а после урожай поступит на прилавки магазинов не только нашей республики, но и за ее пределами. Карина Гигалаева, Хетак Гапоев, Новости Осетии. И в продолжение сельхозтемы растения теперь можно опрыскивать не только химикатами. Такое заявление сделали в Горском аграрном университете. К старому, но хорошо забытому новому методу решили вернуться проректор учебного учреждения Таймураз Кабалоев. Смертельный для вредителей раствор он делает из молодых веток и листьев тополя, а также хвойных пород. Смесь настаивается на воде несколько дней, после чего в него добавляется сероводород. Для окружающей среды состав безопасен, уничтожая при этом более 80% вредителей на деревьях. По словам профессора кафедры земледелия и растениеводства Сары Бекузаровой, таким раствором можно опрыскивать любые виды деревьев и растений не только в городской среде. Его с успехом можно применять и в сельском хозяйстве. Этим методом можно использовать против вредителей и болезней всех зеленых насаждений. И деревья, и кустарники, и растения, которые высаживают. То есть они совершенно безвредные. И причем самое главное, что они не затратные, не надо покупать никакую химию. Вы приготовили этот раствор, держите там и в нужный момент поливаете, и все. Во Владикавказском профессиональном училище номер 5 состоялся второй региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Участников было немало, всего 50 человек. В будущем эти ребята станут представителями совершенно разных профессий, но главное – профессионалами. Подробнее о целях мероприятия расскажет моя коллега Алана Томаева. С механизмами Ярослав Евсюков общается ловко. Он будущий автомеханик. Отличает парня от остальных представителей профессии только одно. У Ярослава сахарный диабет первого типа. Но диагноз не остановил парня на пути к любимой профессии. Уже сейчас Ярослав может с легкостью собрать и разобрать механическую коробку передач. Говорит, дело свое любит, поэтому с удовольствием принимает участие в чемпионате и видит для себя очевидные плюсы. Во-первых, оно мне дает практику. Потом я считаю, что я самосовершенствуюсь и повышает мою квалификацию. Пока что я учусь. Республиканский чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья в Осетии проходит уже во второй раз. И с каждым годом все масштабнее, уверяют организаторы. Больше становится не только конкурсных профессий, но и участников. Сейчас их порядка 50, плюс 50 экспертов. Участники чемпионата показывают свое мастерство в совершенно разных профессиях. Иначе говоря, компетенциях. Их всего 10. Это и механики, и пекари, и парикмахеры, и швеи. Каждая команда представляет учебное заведение города. Выигрывает та, которая становится лучшей в своей компетенции. Посетили чемпионаты представители всех профильных министерств республики. Они проверили ход соревнования, пообщались с участниками и экспертами. Важно отметить, что в рамках чемпионата проходят мастер-классы и семинары. Ребята не просто показывают профессиональные умения и навыки экспертам, но и делятся своими знаниями. Организаторы говорят, конкурсная составляющая не главная. Цель у чемпионата иная, и она намного важнее. И мы очень надеемся на то, что это основная задача, что вот ребята, победители, да и, собственно говоря, все участники в последующем будут трудоустроены. Это наша основная задача. Чемпионат продлится 2 дня. В первый день соревнуются студенты техникумов города. Во второй день участие в чемпионате примут уже школьники. Итоги соревнования подведут 27 сентября. Но, как отмечают организаторы, в этом турнире главное не победа, а участие. Алана Томаева, Александр Каджаев. Новости Осетии.
И переходим к нашей рубрике «Темы». Мы рассказываем о самых обсуждаемых новостях федеральных СМИ. Моя коллега Белла Бикоева уже сделала подборку главных тем этого дня и уже готовится ими поделиться. Белла, тебе слово. Здравствуй, Элис. Госдума приняла закон о наказании за отказ в трудоустройстве предпенсионеров. А Роспотребнадзор накажет за подделку продуктов. О самых актуальных новостях прямо сейчас. Госдума приняла в третьем окончательном чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве гражданам предпенсионного возраста. Законопроект предусматривает уголовную ответственность за отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста. Это будет караться штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами до 360 часов. Предпенсионным возрастом считаются 5 лет перед выходом на пенсию. В пояснительной записке к документу сказано, что он направлен на достижение целевых показателей стратегии долгосрочного развития пенсионной системы. Погибший экипаж сбитого в Сирии Ил-20 представили к наградам. Российских военных посмертно наградили орденами мужества. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны. Семьям погибших окажут помощь, добавили в ведомстве. Напомним, российский Ил-20 сбили 17 сентября. Самолет возвращался на авиабазу Хмеймим. В этот момент израильские истребители F-16 атаковали объекты в Латакии. Российский самолет подставили под удар ПВО Сирии. В результате погибли 15 российских военнослужащих. Израильская сторона обвиняет в произошедшем правительственные войска Сирии. Роспотребнадзор готовит законопроект об ответственности за фальсификацию продуктов. Об этом рассказала глава службы Анна Попова. Она обратила внимание на то, что сейчас понятия фальсификация и наказания за это в административном и уголовном кодексах нет. При этом химическая промышленность далеко ушла вперед. Продукту можно придать любой вкус и запах, отметила Попова. Руководитель Роспотребнадзора также попросила Совет Федерации позволить ведомству проводить спонтанные проверки в кафе, столовых и ресторанах. Она указала на то, что вспышки обычно происходят там, где не проверяют. По словам Поповой, Роспотребнадзор за 5 лет сократил проверки общепита в 18 раз. Инициативу поддержал сенатор Валерий Рязанский, отметив бесполезность инспекций, о которых сообщают за месяц. Элис, на этом у меня все. Будем дальше следить за развитием событий. Спасибо, Белла. А мы продолжаем выпуск. После длительного перерыва факультет журналистики САГУ в этом году снова набрал абитуриентов, которые в будущем станут работать на осетинском языке. У начинающих журналистов Осетии появилась возможность обучаться азам профессии на родном языке. Главный плюс – непременное трудоустройство по окончании обучения. Спрос на кадры со знанием осетинского языка сейчас велик. Тему продолжит Хетак Плиев. Вести эфир, писать новости – и все это на осетинском языке. На факультете журналистики в Северо-Осетинском государственном университете набрали подгруппу из 6 человек. Эти студенты получат профессиональные знания, которые пригодятся им в будущем. Я был очень рад, что администрация внедрила такое новшество, которое дает шанс людям осуществить свою мечту. Я думаю, это отличная идея. И также это очень хорошо, что после обучения нам дает возможность работу. Не все студенты собирались поступать на факультет журналистики. Одна из абитуриенток признается, изначально собиралась на факультет управления. Но после того, как появилась возможность работать в будущем на родном языке, решилась окончательно. Так как мои родители тоже заинтересованы в сохранении нашего языка, они одобрили мой выбор. И были, конечно, очень рады, что после окончания учебы нам будет предоставлена сразу работа. Конечно, если мы будем хорошо учиться, а я готова учиться и буду учиться, нам будет предоставлена работа. Осетинское отделение пережило не самые легкие времена. Из-за сокращения бюджетных мест пришлось закрыть это направление. Несколько лет осетиноговорящих журналистов не выпускали совсем. До 2010 года факультет журналистики готовил выпускников, которые профессионально владели осетинским языком. Спустя 8 лет университет вернулся к тому, чтобы в стенах факультета вновь зазвучала осетинская речь. После окончания молодые люди будут гарантированно востребованы в средствах массовой информации, от печатных изданий и до телевидения. Инициатором идеи готовить двуязычных журналистов стала декан факультета Фатима Хабалова. В начале года она совместно с ректором СОГУ Аланом Угоевым и министром по вопросам национальных отношений Асланом Цуцевым обратились к главе республики. Вячеслав Битаров идею поддержал, распорядился, чтобы открыли 5 бюджетных мест. Абитуриентов приглашали из всех районов. Спрос на осетиноязычные кадры сейчас высокий.
Сегодня мы пожинаем результат. У нас есть новое телевидение, у нас есть и районные газеты, и журналы есть, которые выходят на астинском языке. И им вот сегодня реально не хватает специалистов, владеющих, журналистов, хорошо владеющих астинским языком. По словам декана факультета, для успешного обучения студентов есть все необходимое, в том числе и кадровый потенциал для того, чтобы из неуверенного абитуриента сделать успевающего студента, а затем и профессионального выпускника. Договор, подписанный между государственным университетом, абитуриентом и Министерством по вопросам национальных отношений, который уполномоченный орган исполнительной власти для решения этого вопроса, сам министр Аслан Аркадьевич Цуцев подписал с ними договор, предусматривает, что каждый из них по окончании вуза не менее 3 лет должен будет отработать по направлению правительства. И в этом отношении, я думаю, что это только плюс. Насколько эта программа окажется эффективной, станет ясно через 4 года, когда первые выпускники выйдут на журналистское поприще. Хетак Плиев, Заур Кодзаев, Александр Левченко. Новости Осетии. В Северной Осетии завершился фестиваль бардовской песни «Цейский вальс». Каждый год он собирает множество гостей из разных регионов страны. Культурный форум был посвящен памяти Юрия Визбора, советского автора и исполнителя песен. Сегодня в Национальной библиотеке с гостями из Сочи прощались до следующего года. Звучала живая музыка, авторские стихи. Гости поделились также впечатлениями о республике. Сочинскую банду, как образно называют себя гости, с нетерпением ждут и в следующем году. Напомним, что фестиваль «Цейский вальс» является ежегодным. Он состоялся в 14 раз. Мы пригласили к нам участников цейского вальса, поэтов и бардов из Сочи. Они уже не первый год бывают на этом фестивале и любезно согласились перед отъездом домой в Сочи пройти через нашу библиотеку. И вот сегодня у нас будет такой очень теплый вечер, литературно-музыкальный. И в завершение выпуска новость, которая неожиданно пришла к нам из Италии. Промо-ролик нашей телекомпании Discovery на Осетия to the World вошел в шорт-лист конкурсной программы Международного туристического фестиваля. Наш телеканал «Осетия Рестон» представлен в номинации «Лучшая туристическая промо». Итальянские зрители, члены международного жюри, оценят промо-ролик 4 октября. Добавим, что в этом году заявки на участие в конкурсе подали 1800 авторов. Предварительный отбор прошли только 90, в числе которых оказался и наш телеканал. На победу также претендуют конкурсанты из Испании, Соединенных Штатов Америки, Италии, Австрии, Франции и Марокко. Отметим, что в этом году фестиваль посвящен культовому шведскому режиссеру и сценаристу Ингмару Бергману. В Италии состоится ретроспектива фильмов «Маэстро» и выставка, посвященная его влиянию на мировые модные тенденции. Главные же награды престижного международного кинофорума будут вручены 7 октября на торжественной церемонии закрытия фестиваля. Это были новости Осетии. До встречи в эфире.